Трудовые династии были распространены в советский период. Сейчас это явление встречается редко, даже в сельском хозяйстве. Жить в селе и продолжать дело родителей остаются немногие. И все же есть люди, которым по сердцу работа по наследству. В нашем районе связь поколений продолжает крестьянское фермерское хозяйство Ильдара Ялалова. Хозяйство занимается испытанием и размножением сортов сельскохозяйственных культур с 1992 года. Her fermer hocaligına 50 gektar yer verirler. Bizim neler toğanlar bilen eti enikaş kiyal 50 gektar alıp 150 gektar yerde yeriş başladılar. Bunların kolunda bir texnika da yok. Yaڭa yıldan sonra başlaganlar şol 92 yılına şol gektarını şaştılar. Kakta koyulan bir narsalar da yok, seminası da yok. Eti garuşiga in zalıkka salıp iş başlanıp gitti. За годы своей работы Фердавис Ялалов проявил себя по-настоящему предприимчивым фермером. Начинал работу со 150 гектаров, постепенно довел площадь до 1000 и более. И сегодня Ялаловы известны за пределы республики как специалисты по производству элитных и оригинальных семян. Дело Фердависа Музагитовича продолжает его сын Ильдар. Орпадан память Чепелева, Солодан всадник, Хорабудайдан яшрек тотар сорта. Шуша семеналар бана буынга спрос белән йөри. Примечательно, что Ильдар Фердависович, как истинный патриот родной земли, обеспечивает семенами хорошего качества в первую очередь хозяйство района и республики. А дальше семена, произведенные в фермерском хозяйстве, реализуются в Татарстане, Оренбургской, Челябинской, Самарской, Курганской областях. Хозяйство сотрудничает с ведущими исследовательскими институтами страны, поэтому находится в курсе передовых научных идей по семеноводству. Здесь с уважением относятся к покупателям, очень вкладывают душу в это производство, поэтому хорошая фамилия, познакомились и с отцом, и с сыном. Сын сказал, что у него еще 3 детей, поэтому будем надеяться, что династия Ялаловых, видите, здесь на мешке написано без инициалов, просто Ялалов. Значит, эта фамилия, она будет звучать еще долго. Хочется пожелать им только успехов, устойчивости, и готовы помогать в тех вопросах, которые спросили. Это возвратные субсидии на закупку оборудования. Если когда-то Фердавис Ялалов продолжил дело отца, а потом это дело передалось старшему сыну Ильдару, значит, связь поколений не теряется. Кто знает, может быть, в будущем и сын Ильдара продолжит дело предков и распространит, как они, славу илишевского земледельца.